Что касается вот той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, об этом просто надо это понимать. Это первое. Второе, у России нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим. Но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы. Самый разгар предвыборной... Ну и, конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Ну, просто немыслимо. На выборах была большая явка. Вот, но, тем не менее, несмотря на все вот эти сложности, мы готовы к работе совместной, готовы к обсуждению любых вопросов и к преодолению любых трудностей. По стране, но, к сожалению, у наших соседей на Украине были ограничения избирательных прав граждан России. Как вы это оцениваете и чем